Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Родственник высокопоставленного офицера МНБ Туркменистана осужден на 11 лет за контрабанду запрещенных веществ. В первой половине ноября 2025 года на контрольно-пропускном пункте Артык на границе с Ираном был задержан Равшен Гурдов, водитель фуры, в которой работники таможенной службы Туркменистана обнаружили запрещенные вещества. Казалось бы, ничего примечательного. На этой таможне людей с запрещенкой задерживают едва ли не раз в неделю, но Равшен Гурдов не простой теневой перевозчик, его племянник, Байрам Гурдов, работает начальником одного из отделов первого управления МНБ Туркменистана. Да, тот самый Гурдов, что уже 3 года покрывает брата-мошенника, и он же приложил немало усилий, чтобы выгородить своего дядю Равшена. Того задержали в ноябре на КПП Артык. 43-летний Равшен Гурдов управлял фурой марки DEV с госномером 9377 AGI, зарегистрированной на фирму Бидевли Яйла. При досмотре на въезде из Ирана в Туркменистан в автомобиле было обнаружено запрещенное зелье. При задержании Равшен первым делом позвонил своему племяннику. Несколько дней Байрам Гурдов, возглавляющий один из отделов первого управления МНБ, подключал все свои связи, пытаясь отмазать дядю. Но такое происшествие замять не получилось. Впоследствии Равшена Гурдова осудили на 11 лет. Байраму же удалось лишь снять арест с фуры, которую по закону суд должен был конфисковать как орудие преступления. По информации источников Turkmen News, за это он заплатил $30 тысяч. Интересно, откуда у госслужащего, пусть и высокопоставленного офицера МНБ, такие деньги? Равшен Гурдов далеко не единственный родственник, в судьбе которого Байрам Гурдов принял самое деятельное участие. Намного успешнее было его вмешательство в дело младшего брата Випатер Кишмырадова и его подельника Атаджана Реджепова, все из той же фирмы Бидевли Яйла. В начале 23 года Теркишмырадов и Реджепов наняли 4 водителей-дальнобойщиков на личных фурах, а затем отдали их машины афганскому партнеру в счет собственных долгов. Владельцы фур Акмарат Бабаев, Бегли Джумаев, Давлет Гельды-Бердыев и Сердар Мередов пытаются привлечь их к уголовной ответственности за мошенничество, но из разных инстанций им неизменно отвечают одно, цитата. В ходе расследования было установлено, что инцидент, описанный в вашем заявлении, не содержит состава преступления. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Вы можете обратиться в суд с гражданским иском. Конец цитаты. В октябре и ноябре водители в очередной раз получили письма подобного содержания. На этот раз от заместителей генпрокурора Аланазара Наизлыева и Мухаммед Марата Сапаргулыева. При том, что потерпевшие обращались в администрацию президента Сердара Берды Мухамедова. В сам надзорный орган владельцы фур уже не писали, знали, что там лишь процитируют решение полиции об отсутствии состава преступления. Решение полиции Тактабазарского этрапа помог принять как раз Байрам Гурдов. Напомним, машины удерживает в Афганистане предприниматель Мохаммад Давуд Ачакзаи из фирмы Ясер Басер International and Forwarding. Фуры ему из-за особенностей контроля афганской границы перегнали не владельцы, а водители фирмы Бидевли Яйла по доверенности. Но Ачакзаи транспорт с грузом, причем с картофелем, а не с тем, чем занимался Равшен Гурдов, не стал возвращать, а оставил у себя как залог. Ведь Теркишмырадов и Реджепов задолжали ему $111 тысяч за предыдущие поставки. Поначалу представители Бидевли Яйла признавали перед потерпевшими, мол, да, дело в долге, решим вопрос с возвратом 5 фур в самое ближайшее время. Но разрешать ситуацию Теркишмырадов и Реджепов не торопились, а вскоре открытым текстом заявили владельцам, машин своих они больше не увидят. Делайте, что хотите, жалуйтесь, куда хотите, можете хоть небо на землю натянуть, за нами стоят большие люди, говорили они. Полиция, в свою очередь, не нашла состава преступления и отказала в возбуждении уголовного дела. В прокуратуре Марийского вилаята поначалу рьяно взялись за дело, но узнав, что старший брат одного из подозреваемых, большой человек из МНБ, больше пострадавших не принимали и отсылали жаловаться в Этрапскую прокуратуру. Уголовный кодекс Туркменистана считает преступлением, цитата, совершенное виновное общественно опасное деяние, действие или бездействие, причиняющее ущерб или создающее угрозу причинения ущерба объектам, охраняемым уголовным законом, конец цитаты. Отрицать ущерб в этом деле невозможно, нанесен он охраняемому законом объекту, собственности, и по последнему признаку деяние является общественно опасным. Чего же не хватило полицейским и следователям прокуратуры для полной картины? По всей видимости, чудо. Правоохранители вдруг вспомнили о презумпции невиновности и посчитали, что если Теркишмырадов и Реджепов и причастны к ущербу, причиненному водителям на сумму, значительно превышающую $111 тысяч, то причастны безвинно.
Вот только обманутые ими владельцы фур уверены. Скорее всего, использовать их транспорт как залог придумал не Ачакзаи, а сами его должники. На это указывает и их поведение, и несостыковки в датах пересечения машинами границы, и другие многочисленные случаи обмана этими предпринимателями граждан и фирм, о которых в частном порядке говорят высокопоставленные работники правоохранительных органов. Атаджан Реджепов скрывается за границей. В августе прошлого года его выдворили из Азербайджана, но Реджепов поехал не на родину, а куда-то в Таджикистан, где скрывается ото всех обманутых им земляков. Обмануть своих же туркменов он успел даже в Грузии. А Теркиш Мырадов прячется за широкой спиной своего брата. При неоднократном превышении служебных полномочий, а теперь и с такой постыдной судимостью близкого родственника и попытках прикрыть его, Байрама Гурдова просто обязаны выкинуть из МНБ и судить. Дорога ему прямиком в Агдаш, поселок, где находится колония для бывших силовиков. Пока ему все сходит с рук, он, и такие же, как он, ни много ни мало определяют интересы национальной безопасности Туркменистана. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.